Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Камши Юкшара. Сегодня в программе. Члены Координационного штаба по защите населения от коронавируса обсудили возможность снятия ряда ограничительных мер. Государственный таможенный комитет и Министерство внутренних дел подписали межведомственное соглашение. В МИДе обсудили проекты, реализуемые НПО на территории Абхазии. В Сухуми пройдет международный видеофестиваль «Моя Родинка», победитель которого получит возможность бесплатного обучения в Московском институте культуры. Под председательством премьер-министра Александра Анкваб состоялось заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Члены штаба обсудили текущую ситуацию в стране и возможности снятия ряда ограничительных мер. Об эпидемиологической обстановке в республике проинформировал министр здравоохранения Эдуард Будба. По его словам, показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией минимальны. По данным на 7 апреля из 62 обследованных пациентов ковид подтвержден у 8 человек. Значительно снизилось количество тяжело больных пациентов и обращаемость людей в пункты сдачи ПЦР-тестов. За последнюю неделю ни один пациент не поступил в Сухумскую инфекционную больницу. Главный санитарный врач республики Людмила Скорик также отметила, что эпидситуация по COVID-19 стабилизировалась. Стационары проходят момент санитарно-дезинфекционных мероприятий. Все исследования по выявлению вируса происходят на Сухумской базе. Людмила Скорик предложила снять ряд ограничительных мер. С марта 2020 года по сегодняшний день на борьбу с пандемией из государственного бюджета было потрачено 965 миллионов рублей. Как отметил министр финансов Владимир Делба, надбавки медперсоналу выплачиваются вовремя. Подведя итоги заседания, Александр Анкваб отметил, что ковид никуда не ушел, и поэтому нужно сохранять бдительность и прививаться. Премьер-министр еще раз призвал к необходимости соблюдения санитарных норм. Члены Координационного штаба в течение дня доработают рекомендации по снятию ограничительных мер и представят их на утверждение президенту. Меры санитарные будем все-таки требовать жестко соблюдать. Дезинфекцию помещений, где большое скопление людей, регулярно проводить. По объектам отдыха, если ваша инструкция не устарела, обеспечить ее выполнение в летний курортный сезон. Если нужно ее дополнить, Людмила Вильбертовна, пожалуйста, сделайте это. И работаем в том же режиме. Экспресс-тесты у нас есть. Все, что необходимо для лабораторных исследований, у нас есть. Если вы считаете временную консервацию ваших лабораторий в Ачамчира и в Гагра оправданным, пожалуйста, посоветуйтесь еще раз с Минздравом, чтобы мы не создавали трудности для наших граждан, чтобы не была необходимость, неизбежность обязательно приезда в столицу. Вот это, пожалуйста, не допускайте. Предложение Зураба Ясоновича и Минздрава сконцентрировать все на базе Удовудского госпиталя абсолютно объективное. Так? Да, мы с самого начала так и планировали. Да, абсолютно объективное мнение. Все, что касается возврата к обычной работе лечебных учреждений, это ваше решение. Вы знаете, как надо делать, что надо делать. Рекомендую, имея некую передышку, назовем так условно, обеспечьте профилактику оборудования. Что-то, может, устарело. Пусть специалисты скажут свое мнение. Понятно, будут трудности, потому что много оборудования у нас было из дальнего зарубежья. Так? Ну, будем находить возможности. Но такую работу необходимо провести. Рекомендую посмотреть на автотранспорт. Была большая нагрузка. Очень много рейсов было сделано. Это касается всех наших служб скорой помощи по Абхазии, всех машин, которые, я повторяю, с большой нагрузкой работали, те новые машины, которые благодаря нашим друзьям сегодня... Сколько? 7, да? 7. За ними нужен, естественно, тоже уход, чтобы не было проблем. Найдите форму поощрить
водители, которые работали на этих машинах. Поддерживаю мнение о необходимости проведения какого-то общего мероприятия поздравительного. Само собой, каждый главврач, я уверен в том, что не оставлял без внимания персонал, который трудился достойно. Слова благодарности они раздавались много раз. Мы считаем важным сегодня тоже это еще раз сказать. Огромную работу провели наши врачи, наши медсестры, весь персонал, который был задействован в этой важной работе. Расширенный репортаж заседания Координационного штаба смотрите после выпуска новостей. На заседании последней сессии парламента 6-го созыва депутат Астамур Логу предложил коллегам рассмотреть обращение к Госдуме. Документ касался вопроса регулирования экспортных цен на топливо в Абхазию. Однако у некоторых парламентариев возникли вопросы, и обращение так и не было рассмотрено. В интервью нашей программе Астамур Логу прокомментировал, почему документ был отклонен. Может быть, кто-то и не расслышал, а кто-то считает, что это не нужно было делать. Я слышал аргументы такого характера, что это все-таки не наша компетенция, почему мы лезем не в свои дела. Но я не могу с этим согласиться, потому что дело каждого представителя народа, коль мы народные избранники, безусловно, отстаивать интересы нашего народа. И тут мы не должны делиться на Народное собрание, Кабинет министров, администрацию президента или еще какую-нибудь структуру. Я считаю, что каждый на своем уровне должен сделать все для того, чтобы исправить ситуацию или, скажем так, предотвратить то, что может произойти. И по этой причине было предложено мною сделать такое обращение. Еще раз по поводу компетенции. Я могу привести ряд примеров, когда Народное собрание обращалось к своим коллегам. Возможно, от этих обращений, исходя из этих обращений, наши коллеги пристально уделяли время нашим обращениям, и вопросы снимались. Например, как это было по линии здравоохранения в свое время, по линии образования в свое время. Как мне кажется, принимали правильные решения, обращались и с Божьей помощью, и с помощью наших друзей в Российской Федерации, в Государственной Думе эти вопросы снимались. Я, например, знаю, что были обращения такого рода от соответствующих структур Кабинета министров, но пока этот вопрос не решен. Но мы, как представители, скажем так, народа, избранники народа, представляющие все абхазское общество, должны были, мне кажется, обратиться, чтобы и наше население увидело, что люди беспокоятся и хотят снять сложные вопросы, которые могут возникнуть в ближайшей перспективе. Еще раз повторюсь, не получилось принять это обращение, но у меня есть большая надежда, что наши коллеги, буквально на 12 число назначена сессия, поддержат такого рода обращения и все-таки поспособствуют тому, чтобы эти вопросы снялись. Между Государственным таможенным комитетом и Министерством внутренних дел подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. До начала церемонии подписания соглашения руководители ведомств возложили цветы к мемориалу сотрудников ГТК, погибших при исполнении служебного долга. Подробности в репортаже Алики Трапш. Такого рода межведомственное соглашение подписывается сторонами впервые за всю историю существования таможенных органов и органов внутренних дел Абхазии. Соглашение направлено на организацию взаимодействия в вопросах предупреждения и пресечения преступлений и административных правонарушений, выявления и расследования преступлений, а также в вопросах повышения таможенной дисциплины в сфере экономики и обеспечения своевременности и полноты уплаты таможенных платежей. Хочу отметить, что в результате наших совместных действий и тесного взаимодействия мы достигнем хороших результатов в раскрытии преступлений и правонарушений в таможенной сфере. Мы пришли к выводу, что есть необходимость улучшить, систематизировать реализацию наших мероприятий совместных. При реализации ранее между нашими службами наших оперативно значимых мероприятий возникали ряд, не сильно проблем, скорее всего, широковатостей, которые не
не позволяли нам, мы были ограничены в статусах территории, как ваше ведомство, так и наше. Сегодня мы эти, как говорится, границы упраздним. В рамках настоящего соглашения будет осуществляться взаимодействие по следующим основным направлениям: защита экономических интересов Абхазии, пресечение незаконного оборота через границу товаров, наркотических средств, оружия, предметов, имеющих художественную, историческую и археологическую ценность, выявление и пресечение административных правонарушений в рамках защиты экономической безопасности республики. Выявление и пресечение противоправных действий организаций, физических лиц, уклоняющихся от уплаты таможенных платежей и осуществляющих незаконное предпринимательство. Обмен информацией и сведениями в целях предупреждения, пресечения, выявления таможенных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела. Обмен информацией в целях повышения квалификации сотрудников таможенных органов и органов внутренних дел путем проведения совместных семинаров и стажировок должностных лиц. На сегодняшний день создана рабочая группа из числа ответственных должностных лиц таможенных органов Республики Абхазия и органов внутренних дел. В ближайшее время состоится рабочее совещание ответственных должностных лиц ГТК и МВД для выработки общих механизмов взаимодействия и утверждения совместного плана мероприятий по приведению данного соглашения в действие. Аля Катрапш, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. На абхазо-российской государственной границе была изменена технологическая схема передвижения грузового транспорта. В связи с этим на короткий период времени здесь возникли очереди. На данный момент схема движения налажена и проблема решена. Коллапс, происшедший на границе 7 апреля, не связан был с работой таможенной службы, с работой наших коллег Федеральной таможенной службы. Это все-таки вопросы больше приграничные, напрямую касаются их. Но тем не менее они не остались вне поля нашего внимания. Мы изначально мониторили данную ситуацию, изначально прикладывали все усилия для того, чтобы разрешить данный проблемный вопрос. Проблема заключалась в следующем. Была изменена технологическая схема перемещения грузового транспорта через государственную границу. Если до 7 числа было задействовано 2 полосы по мере перемещения на экспорт и на импорт, то 7 числа была задействована 1 полоса, где транспортные средства пропускались интервально в реверсивном движении по одной полосе, что создало, конечно, коллапс, перегрузку на границе. На сегодняшний день данная ситуация разрешена. На сегодняшний день к 17:00 наши коллеги задействовано 2 полосы, и технологическая схема вернулась к исходной позиции. Я хотел бы сказать, что 22 апреля у нас намечена плановая встреча на мапе АДР со всеми приграничными службами, предстоящий курортный сезон, где будут обозначены все полевые вопросы, которые у нас есть по перемещению транспорта и физических лиц. К ситуации на Украине. Оперативно-тактической авиации России ракетными войсками поражен 81 военный объект Украины за минувшую ночь, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Коношенков. Кроме того, высокоточными ракетами «Бастион» под Одессой российские военные уничтожили центр сбора и подготовки иностранных наемников ВСУ. Высокоточными ракетами воздушного базирования на 3 железнодорожных станциях Донецкой области были уничтожены вооруженные и военная техника, прибывших на Донбасс резервов украинских войск. В медиацентре МИД Абхазии прошла встреча главы ведомства Инала Арзанба с представителями НПО, осуществляющими свою деятельность в республике. В ходе встречи были обсуждены проекты, которые они планируют организовать в этом году. Подробности в репортаже Сари Кварскеля. Необходимость встречи и обсуждение совместной работы с представителями НПО возникла на фоне геополитических изменений в мире, отметил министр иностранных дел Инал Арзанба, открывая встречу. Все представители международных организаций могли высказаться о своей текущей деятельности, однако говорить на камеру отказались практически все присутствующие. По просьбе представителей НПО обсуждение проектов проходило без камер. Исходили из того, что открытость, прозрачность в этих условиях, она крайне важна. Вы сейчас говорите, что вы не хотите выступать. Вы же не спецслужба какая-то, вы общественная гуманитарная организация. Почему вы отказываетесь от публичных выступлений? Мне непонятно, но это ваше право. Если вы обратитесь к СМИ, обращайтесь, и они перестанут фиксировать ваши выступления. Дискуссия длилась больше часа. Обсуждались проекты, которые планируется реализовать в этом году. Каждая организация рассказала о том, что уже сделано в Абхазии. У главы МИД к некоторым проектам возникли вопросы. Какое отношение движение против голода имеет к реформе местного управления?
расскажите нам. Или к разработке местной стратегии развития, как вы пишете. Это же компетенция органов власти, вы в курсе? Почему вы этим занимаетесь? Просто не понятно. Расскажите, что это за проект, какие у него цели, задачи, как он реализуется? Это было обговорено и решено на местном уровне. Пока вы нам не сформулируете, не проинформируете нас, мы этот проект вынуждены приостановить. И проинформируйте тех людей, которые вас попросили этим заниматься, о том, что проект приостановлен. Хорошо? Не, я знаю, что митинга не было, но вот я поэтому вам и говорю, чтобы его не было. Представитель МКК в Абхазии Нинока Кубава говорить на камеру не отказалась. Она подчеркнула, что организация является нейтральным гуманитарным посредником как в Абхазии, так и во всем мире. Основная их программа – искать сведения о пропавших без вести, узнавать их судьбы и возвращать останки семьям. Пандемия скорректировала, конечно, нашу работу, и уже вот 3-й год мы оказываем помощь в этом плане Абхазии. Мы предоставляли гуманитарную помощь более 600 одиноким пожилым людям по всей Абхазии. Мы предоставляли и продолжаем предоставлять оборудование, финансовую поддержку, средства индивидуальной защиты медицинским учреждениям. Еще добавить по пропавшим без вести, да, мы в прошлом году эксгумировали 30 мест захоронений. В этом году мы ведем подготовку, но в тесном сотрудничестве с МИДом, потому что мы обсуждаем всегда предварительно, где мы будем вести работу. Я вам благодарен за то, что вы сказали, что ваша деятельность ограничивается гуманитарным подходом. Деятельность грузинских спецслужб, она нацелена на создание агентуры влияния, на вербовку людей из разных социальных групп. Прежде всего молодежи. Сейчас мы фиксируем такой особый интерес к молодым людям. Вот они там в ТикТоке выступают, еще где-то выступают. Мы, конечно, все это обязаны отслеживать. Я вот хочу вам, кстати, процитировать и вернуться к плану действий по стратегии вовлеченности. И вот цитата. «Молодежь по обе стороны разделительных линий не помнит Грузию до конфликта. План действий подразумевает проведение спортивных, культурных и развлекательных мероприятий с тем, чтобы воссоединить молодежь, разобщенную разделительными линиями, укрепить дружбу между ее представителями и способствовать восстановлению взаимопонимания между будущими поколениями». Ну, хочу сообщить тем, кто это писал, что у нас молодежь образованная, умная, знает историю своего государства и ничего не забыла, все прекрасно помнит. И то, что грузинские подразделения вторглись в Абхазию, все здесь разрушили, мы до сих пор сталкиваемся с наследием этой акции, все это прекрасно помнят, поверьте мне. Поэтому все эти акции мы будем стараться максимально пресекать. Инал Ардзинба отметил, что если деятельность НПО соответствует целям и задачам грузинских программ развития, то они автоматически будут рассматриваться как угроза национальной безопасности Абхазии, а проекты будут закрыты. Мы прекрасно понимаем, что цель этих программ грузинских – это поглощение нашей территории, установление здесь грузинской власти. Но грузинского флага здесь никогда не будет. Я бы хотел, чтобы вы меня все услышали. Как добавил Инал Ардзинба, такого рода встречи будут проводиться регулярно. Сария Кварацхеля, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Министерство иностранных дел Абхазии сообщает о продлении срока подачи документов от абитуриентов, желающих поступить в дипломатическую академию МИД России до 24 апреля 2022 года. Дата проведения конкурсных испытаний будет скорректирована в соответствии с количеством поданных заявлений. Центр избирком 8 апреля зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Губаза Леона Ревазовича кандидатом в депутаты Народного собрания по избирательному округу номер 8. Повторные выборы по этому округу состоятся 28 мая. Напомним, что 26 марта при повторном голосовании Леон Губаз и Наур Нормания получили равное количество голосов по 989. Выборы были признаны несостоявшимися. В Абхазском государственном университете прошла юбилейная научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава молодых ученых, аспирантов и студентов агроинженерного факультета, приуроченная к 90-летию АГУ. В рамках конференции были заслушаны доклады на различные темы, такие как органическое овощеводство в условиях Абхазии, загрязнение природной среды удобрениями и негативные последствия, агротехнический метод как основной элемент интегрированной защиты растений и другие.
Очередной учебный год подходит к концу, и профессорско-преподавательский состав АГУ организовывает традиционные встречи с потенциальными абитуриентами. Первая такая встреча прошла с выпускниками творческих школ. В рамках социальных программ корпорации по атомной энергии «Росатом» в Тамыше и в Скворчале планируется открыть профильные атом-классы. На данном этапе завершаются работы по строительной части, уже доставлена мебель и компьютерная техника. 25 компьютеров приобретено для Тамышской школы, а для Скворчалской – 35. На протяжении 2 лет в рамках программы корпорации «Росатом» в Абхазии было открыто 5 классов. Это проект, который давно уже реализуется в госкорпорации «Росатом». В каждом городе присутствие атомных электростанций на всей территории России открываются атом-классы, которые обучают профильное, продают профильное образование. Соответственно, социальный такой проект. Школа имеет право выбора определить для себя, какой курс она берет. Это не просто оснащение классов современным оборудованием или там улучшение каких-то условий, но и участие всех детей в олимпиадах по специальным программам, которые проводятся по программе «Школа Росатом». И финалисты данных мероприятий могут принимать участие не только регионально, но и со всех атом-классов и по России, но теперь уже включая Севастополь, Крым и Абхазию. Вот на протяжении 2 лет это 5 атом-классов. На самом деле это большой прецедент, потому что в городе присутствия в России всего положен 1 класс, а в Абхазии 5 атом-классов. Если, например, у некоторых возникнет вопрос, почему в Абхазии нет атомной электростанции, у нас есть наш профильный пансионат Литфонд, в который все наши сотрудники атомной промышленности отдыхают именно там, проходят санаторно-курортное лечение. И наше руководство, которое является выходцами, так сказать, с Абхазии, пристальное внимание уделяет социальной программе, и благодаря нашему руководителю Джумберу Леновичу Ткибучава проходят вот такие работы. Мы надеемся на ответственный подход наших педагогов, руководства школы, чтобы этот проект жил, развивался, чтобы оборудование, и класс ежедневно находил свое применение среди наших детей. И, конечно же, проект включает в себя и программу повышения квалификации сотрудников, учителей. Они будут ежегодно участвовать в семинарах, в конференциях, в дистанционном формате, в очном формате. Поэтому для нас это действительно такое событие, и возможность обучать детей в современных условиях, с современным оборудованием. Поэтому огромная благодарность руководству компании и нашим друзьям в Абхазии, которые нам помогают в этом процессе. 14 мая в Сухуме пройдет международный молодежный видеофестиваль «Моя Родинка». В конкурсе могут принять участие молодые люди от 18 до 25 лет. Видеоматериалы должны содержать информацию о родном крае. Автор лучшей работы получит возможность бесплатного обучения на любой выбранной специальности в Московском государственном институте культуры. Репортаж Эсма Голландзе. Международный молодежный видеофестиваль под названием «Моя Родинка» стартует впервые. Местом проведения выбрана столица Абхазии. Конкурс – это возможность во всеуслышание рассказать о своем родном крае, поделиться частью своей души с миром. В фестивале примет участие молодежь из Абхазии со всех уголков России, а также Франции, Германии, ЛНР и ДНР. Но может быть так уже предопределено, что вы люди, которые прошли через боль, и потом вы понимаете, как, наверное, никто, всю вот важность подобных проектов для ребят, для молодежи. Чтобы они могли и пообщаться, и рассказать миру. Причем рассказать без ограничений о своей любви, своему родному краю. Поэтому, наверное, вместе с вами так хорошо отреагировали и ребята из ЛНР. Понимаете, даже во Франции нашлись наши люди, которые Россию любят народы России. Ну и, конечно, надеемся, что и остальные будут присоединяться. В нашем фестивале, в конкурсной программе, победитель получит возможность бесплатного обучения на любой выбранной им специальности в Московском государственном институте культуры. В конкурсе могут участвовать молодые люди от 18 до 25 лет. Видеоматериал должен содержать информацию о родине участника и рассказ об истории этого места, его особенностях. Работа может быть выполнена в любом жанре, однако по времени не должна превышать 5 минут. История в том, что сейчас в нынешнее непростое время очень важно
помнить про свою родину, про историю и воспитывать поколение. Будущее наше поколение Next. Как раз таки вот теплом, добром, вот как Юра рассказывал про разные работы, которые проходят через мамину кухню, через двор, через бабушкины котлеты, да. Опять-таки же через войну, да, военные действия тоже. Мы должны помнить и чтить свою историю. Сам фестиваль состоится 14 мая. В его рамках будет показан художественный фильм российского режиссера Игоря Копылова «Небо» и комедия абхазского режиссера Теймура Затания «Спасибо деду за победу». Помимо показа роликов участников и лауреатов, фестиваль будет включать концертную программу. Проведение фестиваля поддержала администрация города Сухум. Нам на самом деле очень приятно, что вы нашли время и приехали к нам. У нас молодежь очень хорошая, очень перспективная. И тоже со своей стороны и глава города Сухум Беслан Федорович Ишпа во всех наших начинаниях, он нас поддерживает, он нас все время держал в курсе, давал указания, поручения. И благодаря всему этому сегодня мы здесь встретились, и у нас идет хороший диалог, взаимоотношения, взаимодействие дальнейшее. Я думаю, что будет очень плодотворное. По словам организаторов, в планах сделать фестиваль ежегодным. Заявки на участие принимаются до 10 мая. Все подробности можно узнать на сайте мояродинка.ру. Эсма Гуланзе, Лилиан Маршаня, Абхазское телевидение. Сухумским улицам присвоили имена генералов Гиви Агарба и Владимира Аршба. Такое решение приняли 7 апреля депутаты Сухумского городского собрания. Улица Сахарова переименована в улицу генерала Аршба, а Шотландская в улицу генерала Агарба. 10 апреля состоятся выборы президента Южной Осетии. Граждане Республики Южная Осетия, имеющие действительные паспорта гражданина Южной Осетии, могут проголосовать на избирательном участке номер 4 в здании Республиканской библиотеки имени Ивана Папаскир с 8 часов утра до 20 часов вечера. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС объявляет набор соискателей на должность водолаз с отправкой на учебу в Республику Крым сроком на 2 месяца. Обращаться в будние дни с 9 до 18 часов. Справки по телефону 921 22 17. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в выходные дни 9 и 10 апреля на территории Абхазии ожидается облачность с прояснениями. Погода в субботу временами дождь с прекращением к концу дня. Местами возможна гроза, туман. В воскресенье без осадков. Температура воздуха ночью 6-11, днем 15-20 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.